Фух. Но, как и обещал, выхожу на прямой эфирчик. Ого. Надеюсь, подключится скоро. Но для тех, кто видит этот эфир, как и обещал, немножко подправлю-ка. О. Разговор пойдет на разные темы. Задавайте вопросы, коли есть. Так, это во-первых. Во-вторых, меня слышно, надеюсь. Чуть-чуть посветлее делаем. О. Ребята, меня слышно, нет? Hello, меня кто-нибудь слышит, нет? Пишите, пожалуйста. Коли связь у меня хорошая. Так, ну, вроде все есть. Слышно. Спасибо, Иван Иванов. Ну что, желает два красавца в наличии. Прямо сейчас продаю. Вот. Цена старая. РБЛки. Длина 14. Кому надо, пусть забирает. Че, ребята? Да, признаюсь, давненько. Да, признаюсь, приношу свои извинения моим заказчикам. Вот. Человек бегал тудым-сюдым. Много ездил. Дело в том, что с тех пор, как начал изучать старинные знаки, с тех пор оттуда идут мощные сигналы. Тут скрывать нечего. Об этом все скоро узнают. Вот, кто стремится к этому. Ну вот, пришлось бросить немножко, оставить работу, поехать в город, не одну сутку ночевать, днем и ночью учился, только хорошему, только добру и светлому. Вот, так что человек богат чем? Правильно, человек богат образованием, знанием. Что могу еще добавить? Ну вот поэтому задержки. Сталька РВЛ вчера только приехала. Вот. С этого и начну. Цены изменились. Не в нашу сторону. А цены на ножах не меняются. По крайней мере в этом году. Второе. Ну, работа кипит. Вот. Как-то скоро День защитника Отечества. Как же без подарков? Как же без этих экшена? Ребята, на 23 не успеваю. Честно говорю. Но на 28 я успею. И буду разыграть ножи. Система старая. Билеты по 500. Кто успел, тот успел. Вот. Участвуйте. Все знаем, как это делается. Самое главное, пишем свой мобильный номер. И вперед. Вот. К сроку будут готовы. По готовности покажу. Так, из каких стали? Ну, в основном неолокс. И посмотрим. Если будет, добавлю еще некоторые. Ну, время сжато, ребят. Буквально, эти выходные дни у всех выходные.
На данный момент у меня не выходной. Буду работать. Вот. Так что участвуем, приобретаем билеты. Официально заявляю, розыгрыш 28 февраля. А потом через недельку скажут, ребята, уже 8 марта, давай что-нибудь сделаем. 8 марта, ребята, розыгрыша не будет. Наверное, к концу только месяца будет. Так что все желающие, те, которые хотят приобрести билеты, ножики, привет, Украина, ножики от меня, то как раз он к 8 марта получите на руки. Ну так, буквально так получается. Смотрите, 28 разыграю, ну, в течение недели полетит, побежит, как раз он к 8 марта получите. Это первое. Так, ну, сырьем пока все путем. Сталька я ждал, сталь пришла. Фикрони я не трогал. Объясню почему. Напомните, задавайте вопросы, пока есть, как говорится, на связи. Так, ну, полушарие одной головы, одна полушарие думает о другом, другая думает о другом, о настоящем. Но когда человек успокаивается, обе полушария думают только об одном. Вот это действительно, ребята, особенно братьям-славянам, православие, не надо путать христианство, древнее православие, уточню, и вера народа Саха похожи. Вот. Даже апостолы тоже, даже те дни, которые без них не обходимся, и даже православие 13 месяцев, и не только у народа Саха. Так что, ребята, давным-давно мы жили только одной верой. Верой солнца и огню. Его превратили в слово язычество. Неверующий, значит. Ну, сейчас так думается всем. А вообще-то, когда-то и наших дедов, дедов не было. Эта вера объединяла все народы, вплоть до пирамид знаменитых. Всех жили одной верой. И все они делали только одно. В свою веру верили и свою веру за веру неверных уничтожали. Ну, кто встречался в пути. И те, которые верили солнцу и огню, в частности, народ Саха, перед ним 200-му, то есть 200 людей, скажем так, перед ним стояло 10 тысяч из количества 10 тысяч хорошо бронированных людей, врагов, скажем так. И эти всего 200 человек, перед ним стояла гора людей, и эти 200 человек, их уничтожали всего за 4 часа. Каким путем это делалось?
как умудрились так победить, какими они умные, какого роста, какой силы они были. Тут уже из части, кто живет по-настоящему, то есть воспитан в настоящее время, не поймет, а кто кое-кто что-нибудь размышляет, что-нибудь знает, тот поймет. И тогда владыка, скажем так, хан, вышел и делает вот такое движение. Борода, естественно, и так далее. Ё-моё, я перевожу, как есть, цитирую. Ё-моё, как будем поступать? 10 тысяч врагов стоит, а он думает. А те, которые 198 якутов, что он говорит? Неужели он сломался, неужели испугался, спрашивает. А он договорил, как их будем похоронить? Куда деть столько народу? Вот это его беспокоило. А не то, что как победить. Вот в чем проблема, ребят. Вот так вот. История глубока. Меняли, зажигали, уничтожали историю. Но волшебные знаки все рассказывают, подтверждают. Все. И какой-нибудь в городе, районе, республике, стране, если есть наскальные рисунки, и там не только рисунки, но и конкретно надписи, отправляйте, ребят. Что там написано, напишу по WhatsApp, в личку, что там расшифровка и так далее. Тут я не один. Делаем. Да, флаг поставил. Некоторые говорят, почему не флаг России. Некоторые говорят, почему не флаг компании Бердыка. Я якут, я Саха. Сын Саха. Мой отец Саха. Вот поэтому это моя земля. Я живу в своей родине, в своей родном доме. И должен вешаться только такой в моем, этими руками построенном мире, мой родной национальный флаг Саха. Вот и все ответ, ребят. Саха эркиде болан туран хахар булагы булуктах. Привожу. Якутский национальный флаг. Это флаг народа Саха. Примерно так. Так что, спросите, кто, зачем и какие результаты после поднятия флага и так далее. Ребята, негативных никакого. Завистники собой, наверное, есть, но не здесь. Где-то далеко за экраном сидят, ругают национальным языком. А вот много поддержки от моих земляков. Много. Комментирует, по социальным сетям и так далее. Вот. И самое главное, сверху увидели. И дали кое-что. Вот. Того не хватало лично мне многие годы. Я знал, подозревал, но уже я им владею. Я это все говорю совокупно, там, загадочно, так. Время покажет, ребята, всему свое время. Но пока, скажем так, 40 человек смотрит, наличие 2 ножа, светлом обе. Длина клинка 14.
кованый долг, прямой спуск. Вот такой курасавчик. 3 оборота. И второй немножко коричневым. Тоже 14. Вишенкой. Прямой спуск. 3 оборота. Наличие 19 700. В течение эфира продаю. Кто первым пополнит счет, тот и берет. А кто опоздал и с опозданием отправил, ничего страшного. Заказ будет ваш принят. Он будет делаться, коваться уже 21-го. То есть в это воскресенье. Так что, ребята, не упустите свой шанс. 2 ножа в наличии. Ну, кому-то надо что-нибудь подарить. Как-то праздник. Может, что ищете. Мои земляки особенно, которые можно доставить быстро из города Якутска и так далее. 19 700. Цена старая. Пора привыкнуть. Уже 4-й год старая. Вот так вот. Немножко занавес маленечко приоткрыл. Так что, если увидите в вашем привет, дорогой, привет. Давненько, надо сказать. Так что, если вы видите такие знаки, фотографируйте из хорошего ракурса, чтобы было видно. И отправляйте, откуда, координаты. Перевод сделаю. Помогут тут мои земляки. Что по-настоящему там написано, отправлю. Совершенно бесплатно. Нынче все думают, если на машине садился, доехал от пункта до Б, то должен что-то заплатить. Из этого и пошло. Что-нибудь поднял, ручка упала, приподнял, 200 рублей дай. Тогда дам или не дам. Такое отношение, к сожалению, нынче. Но у народа Саха такого нету. Нету. Спросите у любого. Если настоящий Саха, то он верен своему народу и своей вере. Солнце везде видит. Огонь тебя кормит. Но все в меру. Если огня много, то это пожар. А если огня нету, то ты замерзнешь тут. Мороженое из тебя будет через пару часов. Ну, пока нынче 37 всего. Весна идет. Так, ну, такие у меня новости. 15 ножей. 22 слома. А то народу растерял. Недельку не вышел. Все куда-то ушли. Когда будет... Привет, Алмата. Привет. Когда будет прямой эфир, попрут, потом тоже утухнут спокойно. Ну, кому интересно, всегда они присутствуют. Молодцы, ребята. Так-то вот так. Больше у меня таких суперских крутых новостей созрею. Вот тогда и спишемся и так далее. Ну, с опозданием подключился. Новые стали, ждут новых времен. Пока рука не дошла, точно. Ну, благо РВЛ-ка пришла. Повторюсь, это полушарие где-то там, а это полушарие где-то тут. Так что делаю одно, потом мешает другое, а потом вечером совмещение, а потом уже
Так, куда пропал чат? Ребята, во время эфира не звоните, пишите, а то тут высвечивается, кто написал. Если намерены приобрести прямо сейчас, пополняйте баланс, номер прикреплен к карте Сбербанк. Прямо сейчас в прямом эфире ножик ваш. Отправляйте адрес в его индекс. Завтра отправка. Без проблем. Завтра, благо, почта работает. Несмотря на субботу. Итак, ребята, вопросы есть? А, коли нет вопросов, разрешите откланяться. Так, спасибо. Взаимно. Плюс 20 и холодно. Да. Охота Якутии. Про эту выставку мне было информировано позавчера. И то от моих подписчиков, наверное. Здание Кондракмета или что-то проводят, оказывается. А так официально ни в Союзе кузнецов, нигде такой информации не было, что проводится выставка и так далее. Что-то они поздно начали или как. Ну, в этом году, ребята, с большому нашему, к сожалению, так, Дархан-Ус не будет. Это очень плохо. Очень хорошая выставка, тем более на Клинке не был. А так своими коллегами-земляками встретились бы. Но не унываю. Почему? Потому что 28 по 30, по-моему, да? Ага. Будет проводиться из их мастеров, кузнецов всех видов. Она официально программа отправлены во все улусы, районы республики. Июня. Так, и в переводе означает, ну и официальное мероприятие, имя мероприятий Ус-Игера. Ус-Игера. Ну, как-то всеми знакомые, типа WorldSkills и так далее, звучит там, что-то делают люди. И школьники тоже участвуют в этом международном. Не только типа такое, но все живое и настоящее, которое сделано здесь, в Республике Саха, и получить это от рук самого мастера. Ну, коли хотите приобрести, ребята, пополняйте счет, и он ваш. Почему думаете? Не надо тормозить. И решили, пожалуйста. Тут у меня ко мне высвечивается поступление от кого-то и все. Тогда я скажу прямо здесь, в прямом эфире, нож один продан, второй продан. И все. Не понимаю, что тут думать. Если два ножа уйдут, то уже все. Ребята, ножи проданы, скажу и все. Так, подобное мероприятие 7 лет тому назад было в моем родном Улусе, поселке Баяга. Если кто не в курсе, об этой прошлой осенью там построили юрты из бересты, урасу. Берестовая. Полностью все ручная работа над узорами, над всеми вещами, которые по-настоящему в древности жили народы Саха. Все делали из местных мастеров, в основном женщин. Они все это шили в течение 3 лет. 3 лет, ребята. Основатель и наш
для кузнецов Якутии. Живой бог Борис Федорович не устроит, Мандалуз. Вот, чему мы каждый день благодарим. Желаем каждый день здоровья ему. Человек не молодой, вот, но до сих пор в хорошем здравии. Вот. Вот. И построили. Участие заняли, не заняли, отправляли, не отправляли, помогали, не помогали. Звонить не надо, ребята, во время эфира. Отправляли, не отправляли, помогали, не помогали. Кто-то помогал, а кто-то думал, а кто-то опоздал, можно так сказать. Но все-таки с помощью народа якутского, народа Саха, впервые, скажем так, в нашем веке построили такое чудо. Итак, ребята, приезжайте летом на Усыгех. Вот. Усых — это праздник, не только праздник. Там будет проводиться таинство, секреты раскроют именитые кузнецы, мастера по всего, по дереву, по глине, по шитью, из конского волоса, из кожи. Все это отличается. 9 видов. И мастера из железа, из кузнецы, из железа будут делать варганы, хомусы. Ножей не будет, никаких острых. То тут мой район Улус богат этим, знаменит. Так что понтоваться не будем. Приглашаем всех желающих принять участие. К нему есть положение. Из данного района едет, сколько там, участников должно быть 21. Кто-то шьет, кто-то кузнец, кто-то, и самое главное, из этих количеств половина дети, чтобы передать наше знание поколению. Основная задача ИСХа. Основная. Так что не только там один мужик или бабушки, а именно детьми. Своими учениками, своими родными детьми могут принять участие. Не раздельно, а именно командное участие. Так что я не унываю насчет Архануса. Но если был бы, встретились бы на ура, сейчас бы перед вами сидел бы явно днем и ночью, что-нибудь сделал бы, собрал бы волю в кулак и заковал бы, все, делал бы все как надо. Вот так вот. Ну, наверное, стесняется, не доверяет, что-то уведомление не идет. Наверное, придется завершить эфир. А так, ребята, знайте, два ножа в наличии. Вот. Те, которые пытались звонить, позвоните еще. После эфира поговорим. Покажу еще раз на пососок. Два красавчика. Два в светлом. Впервые такая ситуация. Обычно никогда такого не бывает. Но я решил так. Вот и все. Все, ребята, вопросов нет. Вопросов, по-моему, или есть. Так, что там пропустил? У меня сеть нынче такая. Как участвовать в розыгрыше? Смотрите на канале внизу. Условия есть. Ну вот, 15 ножей.
каждый первый по-русски говорить, укажет, куда надо. Ну, насчет во время, если приедете из цеха, туры будут специально для вас. Машины будут тудым-сюдым. Так. РВЛ-ка. Сталька РВЛ-ка. Так, ну чё, скоро? Жди. Недолго осталось. 28 розыгрыш. 15 ножей. Так, на этот номер карта Сбербанк прикреплена. Билеты по 500. Как показывает практика, у кого один билет выигрывает, но не факт. Последний раз один участник приобрел 10, 2 забрал. Привет, Мордовия. 2 забрал и получил. Вот. Так что решать вам. Если у вас 28 числа, да, если хотите выиграть сразу 2 ножа, почему бы и нет. Можно и 3, можно и 5, можно и 7, 15. Перезимовали, рано еще, зима. Перезимовать будем какого? 20 мая. Весенний день. У нас так. Почему мая? Лето уже. 20 мая лето. В конце 22 марта день весны, как бы получается. Да, Сергей? Можно? Можно сколько угодно. Самое главное, пишите при отправке свой мобильный номер. Сообщение получателю. Такое слово нынче было, и сейчас нынче нету. Сбербанк, сумма отправки, сколько надо билетов. И тут снизу беленький квадратик, сбоку там цветочек или что-нибудь, смайлик какой-то. И просто так. Было и приложение, было там сообщение получателя. Такого нынче нету. И там пишите свой мобильный номер. Ко мне приходит оплата, смотрю с мобильным номером. Все принято. Если приобрели 3, одной суммы отправите 1500. Все, 3 билета в консервном банке. Крючочком достаю, поздравляю, Иван Иванович. Достаю, неужели это вы? Достаю 3. Ну, Иван Иванович, вы супер. 3 ножа ваши. Разве плохо? За 1500. Ножи-то суперские. Все, ребята. Пойду посплю. Итак, 2 ножа в наличии. Ну, звонят, тут звонят. Долго не будет в наличии. Кто намерен, приобретаем. И приобретаем билеты. Так, ну, 23-8 марта одним розыгрышем обойдемся, наверное. Ну, в конце марта возможно. Но на данный момент ситуация такова, что кто-то говорит, покупай оба. Ну, бери, пополняй счет. Так, и в конце марта посмотрим. Все, у меня все, информации больше нет. Ребята, будьте людьми. Поздравляю наступающим. Всех благ, здоровья, чтобы подарили беретту или бенелли, или хотя бы якутский ножик, чтобы им было шуба или бриллиантик. Настаивайте. Кто в доме хозяин? Вот так вот.
А так, нынче, в начале этой недели, те, которые умные, надо сказать, женщины заказали, им я уже отправил. Ну, получат чуть-чуть 25-го, 4-го, ну, ничего страшного. В следующем году уже 23-й будет. Ничего страшного. Так что умные женщины так и поступают. Девчонки, учитесь. Учитесь. Заранее надо запланировать, оплатить и так далее. Но самое главное, ребята, будьте людьми. Будьте прямыми и честными, как гласит казахская пословица. Будь честным и прямым, как саха. Вот такой прямой. Не тудым-сюдым, а именно вот такой. Прямой и честный. Все. И главное, как саха. Ағла көрі хал, кісе қыл.